Вторая обязанность – послушание. Благонравные женщины послушны своим супругам во всех случаях, не противоречащих шариату и здравому смыслу, а мужья имеют достаточно много значительных прав перед женами. Женщине, надеющейся заслужить довольство Всевышнего Аллаха и желающей достичь радости в жизни вечной, необходимо красиво строить свою совместную жизнь с мужем, душой и телом принимая его слова, стараясь быть послушной ему. Женщина, отказавшаяся от этих принципов, в земной жизни будет сожалеть, а в судный день, возможно, испытает мучительные наказания. Из слов пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, известно: женщина, которой был доволен муж, войдет в рай. Женщина, совершавшая пятикратный намаз, соблюдавшая обязательный пост, оберегавшая себя от посторонних людей и слушавшаяся мужа, войдет в рай Всевышнего Аллаха. Эти хадисы доказывают степень значимости послушания женщины наравне с намазом и постом. И если бы шариат допускал совершение земных поклонов перед кем-либо, я приказал бы женщинам совершить саджда, земной поклон, своим супругам. Из данного хадиса ясно, что послушание женщин своим супругам есть великая для них обязанность, и будущее покорных женщин будет безоблачным. Также переданы хадисы пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, о том, что женщина, соблюдающая дополнительный пост без разрешения мужа, не получит вознаграждения за него, а также о том, что женщина, выходящая из дома без разрешения мужа, совершает грех, и ангелы будут проклинать ее вплоть до возвращения домой. Поэтому женщине запрещено без разрешения мужа покидать дом даже для посещения тяжелобольных и умирающих родственников, будь они даже ее отцом и матерью. Исходя из сказанного, при условиях, не противоречащих шариату, женщины обязаны всю свою жизнь быть уважительными и послушными по отношению к своим супругам. Обязанность праведных и благочестивых женщин быть покорными мужьям, а долг их любимых супругов достойно содержать своих домочадцев. Благонравная женщина искренне будет стараться, чтобы ее недостойное поведение не послужило причиной преждевременной седины в волосах и бороде мужа. Она не будет прекословить супругу в моменты его недовольства и оспаривать его желания. Каким бы грубым и несдержанным ни был муж, если жена благонравна и послушна ему, она сможет расположить его к себе терпением и стремлением к благополучной семейной жизни. Это и есть благочестивая жизнь. Службу, которую не могут выполнить сотни людей вместе, в совершенстве исполнит правильное воспитание. То, что невозможно приобрести за плату, достигается хорошим нравом. Благонравные жены, вдумчиво выполняющие свои обязанности, строго следующие нормам семейной жизни, искренне подчиняющиеся мужьям и уважающие их, независимо от того, кто их супруги, государственные правители или признанные ученые, будут любимы ими и дороги для них.